Гусейнов. О, раз. Вақыт шерифлеріңіз қайырлы болсын, үрметлі сейіржілер. Біздер кенеде адет үзре мерақлы көрушілер субъектлеріміздің девам етеміз. Бұл сефер өз қапыларны біздер үшін açtı Сарабуз этно-рестораны, этно-комплексті десек те оламен білесем. Ве адет үзре бұл трансляцияны сіз Қарадeniz Продакшнның ярдымы ile Краймян Татарс Клаб сайтында ve QTV YouTube'daki kanalında seyrете білесіңіз. Ve сізлерден ғайры, сержілерімізден ғайры, bizim салонымызда да баяғы адам топланды. Hepsine büyük teşekkürler айтмаға isteyimiz ve bu adamlarını toplаған insan karşımızda otur. Ama onun canlı sübetimizni başlamazdan evvel keliniz qısqa bir levhaçıqni seyreteyik, sonra ise selamlaşуға geçerik. Рустем Дервиш, знаток и исследователь крымско-татарских ремесел, мастер, кропотливо воссоздающий старинную крымско-татарскую медную посуду. Много лет он посвятил изучению и исследованию быта крымских татар. Мы же все время кофе пьем. Кофе – это большая часть жизни. И мне было всегда интересна эта посуда. Появилась еще в Новороссийске давным-давно идея создать мастерскую по производству медной посуды. Особое место в биографии мастера – создание этнографического дома-музея Дервиш-ЭВ в Бахчисарае. Воссозданный здесь до мельчайших подробностей интерьер старого крымско-татарского дома сделал это место не только популярным для тысяч гостей и туристов. Дервиш-ЭВ давно стал кинематографической площадкой, где снимаются телевизионные сюжеты и документальные фильмы о традициях нашего народа. Здесь же проходили съемки и первых крымско-татарских художественных фильмов «Хайтарма» и «Хыдырдеде». Hoş geldin kızım. Hoş geldin balam. Встречайте, мастер и коллекционер Рустем Дервиш. Он готов поделиться с нами историей создания дома-музея, интересными фактами из уклада жизни и традиций крымских татар, а также расскажет о том, каким был его путь к возрождению старинного ремесла изготовления национальной медной посуды. Қайттық yayınımызға. Мына бөле инсан қаршымызда отыра екен. Мен ise өз адымдан қошмаға істер едім. Музейінің мудирі, коллекционер, iş adamı, esnafçı, bakırcı ve da çok şeyler айтмам мүмкін, ama қысқа söylesek, yaxşı adam. Onun için Rustem Bey demeyecekmiz. Rustem ağa, selam aleyküm, hoş geldiniz. Aleykümselam, siz hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? Çok güzelim. Çok güzel. Sağ ol Celil. Sağ ol bratan. Aslında buna toylardan alınған bir usul, bir metod. Adamның nasıl subetini başlamağa bilmegеніңде бірден сұрайсың. Ағам, тамырларыңыз Қырымдан қайсы ерден? Воронкойден, братан. Так что аккуратно. Атеш. Yok, Бөйікламбат, анам Бөйікламбаттан, бабам Воронлы. Ворон, Бөйікламбат. Да. Доғма Қырымлы ана бабаңыз. Evet. Яқшы, тарих хақында біз белкі дигер яйынларды алаш етежекміз. Енді біраз яқын жолдық. Ворон, біз есе мұны арпат, судақлар бар. Судақлар бар салонымызда aslında. Yok. Yalı boylar var. Allah'a şükür. Söz sırası salonumuzda saygılı seyirciler, Karadeniz Production Studiyanın müdürleri oturmaktalar. Lila Hanım, Elzara Hanım, Ahmet Bey, Alçikov, Ayder Ağa, Server Bey Kakura, Dlaver Bey Akiyev. Bu öyle işte. Kısa aytsak Eldar Bey Hüseyinov, Rustem Bey ve çok meraklı insanlar. Onun için onlardan da biz meraklı sualler kısmet etse elde
етерік иншалла. Шынды есе, Рустема, так, тамырларын сұрадық, енді девам етеміз. Эрке сізден сұрай. Каждый задает вопрос, как родилась эта идея, любовь. Как вы к этому пришли? Да, как вы к этому пришли? Шел? Неожиданный вопрос. Да. Да, интересный вопрос. Все задают, я все время что-то отвечаю, стараюсь говорить, ну, как действительно, как пришел. А все время сам думаю об этом, как же я дошел до этого. Ну, да, но на самом деле, если серьезно говорить, то это попытка восстановить мир, который мы потеряли. Вот если так коротко. Потому что у нас же, если бы я сам сел, уехал, там, как и где-то прозвучало, это, что крымско-татарский народ в 1944 году радостно собрал чемоданы и поехал куда-то в поисках лучшей жизни. Вот. Если бы так было, если бы я поехал куда-то в Бразилию, там, красивую, и так бы и жил бы, например, стал бы там коричневым, красивым, например. А раз я родился в ссылке, то во мне это сидело, что нужно вернуться и вернуть тот мир, который нас окружал. У нас очень богатая древняя культура, которой мы должны гордиться, а мы об этом ничего не знали. Вот. И наши бы дети не узнали бы, если сидеть, ничего не делать. И поэтому наша как бы задача, не задача, это никто никого не заставляет, но мне просто хотелось восстановить, увидеть тот мир, которого нет уже. Но сегодня в наших силах сделать его опять восстановить. Собственно говоря, мы сегодня сидим в таком красивом месте, которого бы не было бы, если бы не было этих людей. Дерево, вышивка, да, это медь, все я. виноделие. Почему именно медь сайладыңыз? Виноделие долго не проживешь. Вышивка, девчонки занимаются. Что там еще было? Дерево. 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 Интересно, пыли много. Ага. Но на самом деле, у меня племянник, кстати, Эльдар Абибулаев, Эски Харамдан, очень хороший мастер по дереву. Вот этот ореховый стол он мне когда-то сделал, подарил. Вот. В цеху всегда пыльно. Занозы. Вот. Ну, а если серьезно, я еще в школе учился, и родители, как все, наверное, крымско-татарские родители, мне говорили, значит, что я вот сейчас школу закончу, обязательно поступлю в институт. Обязательно должен поступить в институт и стать инженером обязательно. В белой рубашке должен был ходить. Вот мечта была матери. А я один день ей говорю: я хочу поступить в профучилище, как-то они назывались, типа вечерней школы, на жестянщика. Это был сильный, жестокий удар. Меня, естественно, туда не разрешили, ни под каким видом. Там, сказали, что там дети алкашей учатся. Это было недалеко от истины. Там, кто в школе не хотел учиться, всех посылали туда, в Советском Союзе. Вот. И вообще не учили этой профессии. Как и сегодня никто не учит этой профессии. Как я один раз хотел поехать на выставку в Узбекистан, была выставка у них, и я пишу: можно мне приехать? Они говорят: анкету заполни. Я заполнил, а там анкета такая, вопросы: где вы учились? Есть ли у вас ученики? Участвовали ли вы в выставках? Я пишу: учился в интернете, и книги, интернет. Аллах шкур, бугун интернет, вар, это великий учитель, да, там, что хочешь есть. В библиотеку не надо идти ходить, искать какие-то книги. Вот. Главное правильно пользоваться этой информацией. А не опасно вот так вот правду все рассказывать, не придавая какой-то флер? Я познал секрет древних мастеров. Во-первых, я секреты не рассказываю. Ага. А на самом деле не опасно, потому что это очень много труда здесь. Не каждый усидит целый день на одном месте. Вот. Просто мне это нравится, мне это доставляет удовольствие. Если ты в жизни занимаешься каким-то делом, которое доставляет тебе удовольствие, ты всю жизнь бездельничаешь, понимаешь?
всю жизнь. Чем хочешь, тем и занимаешься. Вот. Так повезло мне, что я такие... Я же мог, там, кем только не работал, так мог и остаться. Например, я работал какое-то время технологом на хлебзаводе, ну, чему я и учился, собственно говоря. Вот. Ну, в итоге бросил и пошел на завод к металлу поближе. Ну, все равно в каждом человеке что-то сидит. Каждый человек, если он нормальный, здоровый человек, ему что-то нравится в этой жизни. И поэтому задача родителей не мешать детям выбрать свое направление в жизни. У вас двое детей, насколько я знаю. Двое детей, да. Старший, значит, не здесь, он в Питере, а младший вот у нас рядом со мной, он работает сегодня. Я все время удивляюсь и думаю, когда же ему надоест. Он тоже целый день в цеху сидит, правда, наушники одевает. И говоришь, Нури, он по телефону звонишь, тогда отвечает. Ну, уже половина работы, вот маленькие вот эти табаклары уяпаенди, вот табаклары, хашклары, там, тепсилери. Ну, то есть освободил от меня от нудного труда. Вы планировали, наверное, так... Это судьба шутка была вас про нудный труд. вела к тому, что вы должны были стать технологом на хлебном производстве, а Да. уже практически без диплома, но стали технологом в производстве... Бахарджи. И не только, а еще и каве. Вы Хаведжи это разбираетесь в вообще... сортах каве. Нет, в сортах хаве я... Нет? Ну как разбираюсь? Ну, если на... Все относительно же в жизни. Если узбеку... Да, перед узбеком я профи. Я ему расскажу много о кофе. Да? А если в Турцию пойду, ну кому это? А хотя они тоже кофе не пьют. Вот. Ну, на самом деле кофе люди пьют, очень часто не задумываясь. Ну, это советское наследие. Кофе и кофе. Там, а в Советском Союзе был кофейный напиток. Все. А внутри только все было, кроме кофе. Цикорий, например. Или жареный ячмень. Это тоже кофе, чтобы вы знали. Кто не пил, можете попробовать. Ну, вот если серьезно про кофе, то мы очень несерьезно относимся к своему наследию. На самом деле, вот эта кофейная церемония, которую мы в каждой семье, каждый день, несколько раз проводим, это очень богатое наследие, это очень ценно, потому что и мы не придаем этому никакого значения. А японцы, например, или китайцы, весь мир, значит, весь мир знает, что есть такая чайная церемония. Мы знаем, как они садятся, как пиалушку надо повернуть, как налить, там, алекет, пока до чая дело дойдет. А на самом деле сегодня мы можем смотреть YouTube ролики, где люди просто ходят из семьи в семью и снимают это все, как люди живут. В Китае никто не пьет чай так, они воду пьют горячую, кипяток пьют. И японцы кипяток пьют в основном. Просто пьют кипяток без всяких церемоний. Вот. А нам они рассказывают по всему миру, и турист едет туда на чайную церемонию, платит деньги. Вот. А мы, имея, как бы немножко несерьезно к этому относимся, но у нас все впереди, мы дома, что нам мешает, тем более, когда у нас такие друзья, с Эльзарой Рустемовной, которые все горит в руках, рассказать, вот Лиля Ханум с нами, кто, как не они, расскажет об этом. Ну, кроме них нету такого рупора же, который доходит до каждого крымско-татарского уха. Это я просто подумал про чайную церемонию. Причем сегодня можно не только рассказать, а еще и показать благодаря... Да, это очень важно, организации. потому что если я что-то делаю, то я не просто так делаю, чтобы там деньги заработать или получить удовольствие, а все очень серьезно и привязано. Если мы посмотрим вот на эту полочку сзади тебя, то наверху стоит сан, то есть которому где-то, да, 100 лет, ну, то есть после 1944 года их никто ж не делал. Вот. А внизу стоят саны, которые я сегодня, ну, сделал, вот новые они. То есть в тех же размерах, немножко другая форма. Ну, как бы я позволяю себе на эту тему немножко
фантазировать, но в пределах. Вот. То есть мне нравится, вернее, никак не нравится, нравится понятно, а мне, я завидую, вот когда в Турцию приезжаешь, например, или в Узбекистане, я завидую, что они очень легко и просто живут в своем мире, пиалушки достают, там дастархан расстелил, пиалушки поставил, чайник поставил, то есть каждый день это их жизнь, их культура. А у нас этого нету, мы достаем, те же пиалушки достаем сегодня, понимаешь? Вот. И я завидую этому, и я хочу, чтобы у нас тоже так было. Чтобы мы пользовались своей посудой. Вопрос Легко практичности, он вот в А посудомойке времени, да. средства, оно не вообще. разъест? Посудомоек в то Ну, время не было, Сейджилил. Да? Сейчас же есть, Рустам Агам. Senin apayın var? Апаем, Все, я она недавно дерсин, ни в жена коем просто случае, я- Альме, ни в коем случае посудомойку дерсин, знаешь, все. Кстати, Его тоже этот апай Альме, так что мне запоминать не надо. Джана Агрмас, это же отдашь. Этот, саан. Вот во многих ресторанах, когда подают блюдо какое-то, они вот так с пах-пахом раз открывают тебе, да? Откуда эта крышка? А в исламе, значит, в Коране или где-то там есть определенные правила, что еда не должна оставаться, если она осталась, она не должна стоять открытой. Обязательно нужно закрыть ее. Это жесткое правило. Вот. Поэтому у нас посуда вся такая, с крышками, ну, которая для еды посуда, то она обязательно крышка. Вот. То есть, ну, в основном все говорят, что это для чебереков. Ну вот. В основном. Ну, я считаю, что это не обязательно чебурек. Вот мы в Турции были, специально ездили по этим этногородам старым, и нам подавали, ну, любая горячая, ну, любая еда. Сарма, долма, не сесен, коярсын, да. Потом раз, закрыл. Вот об этой фигурке тоже вы очень Уникальная. долго до начала эфира с Алексой Фенто общались. Даже Вот. какие-то легенды связаны с ее происхождением, да? Да, это же доисламский, далеко доисламский период. Алекса только что, сейчас я Устуми коин нельзя, да? сервера Я просто узнаю, можно или нет. Ага. Так, Ну, щас. бахшиш. Проводов нету? Нет. Вот, у нас есть такой коллекционер Низами Ибраимов, в Москве живет. Уникальный человек тоже. И он что находит интересное, мне скидывает фотографии. И прислал фотографию вот этой уточки. Значит, у тюрков, ну, сегодня казахи говорят, что они самые главные тюрки, и они восстанавливают все вот эти легенды, все поднимают. Значит, до ислама главный бог это был Тенгри. Тенгри это небо. Небо и Тенгри это одно и то же, синонимы. А на земле, ну, как бы его жена на земле правила царица Умай и имела вид птицы или лебедя. И они ее, это тотемный знак там какого-то племени тюркского большого, и они его почитали как божество, потому что эта птица жила в 3 мирах. Потому что всего 3 мира, как они считали, этот небо, средний мир и нижний мир, куда уходят люди потом, там некоторые. Вот. А птица жила в верхнем мире, в среднем мире и на воде плавала, как бы в 3 мирах сразу. Вот. И есть где лебедь, где утка. И по их легенде, по их, ну не легенда, они так реально считали, что, значит, во времена, когда вообще не было земли, везде был бушующий океан, утка, значит, чтобы ну, потомство произвести, ей некуда было яйцо отложить. Она нырнула глубоко-глубоко, ну, у них лебедь у некоторых, и достала оттуда землю. И от этого маленького кусочка вот появилась эта земная твердь. И поэтому они ее почитают вот так. И вот эта реальная вещь, вот Алекса Говорунский, наш авторитет, датировал это сколько? 2000 лет в руках держу я. 2000 лет назад какой-то мастер сделал, Низами Ибраимов купил, мне передал,
и я теперь сделал копии. Теперь сегодня мы можем ими пользоваться. То есть это же, ну, это же очень интересно, что у нас такая основа есть. Тогда пойдем дальше по музейным экспонатам. Да. Кетрин, Озунас, да, лучше, да. Алла согласен. Это Айше Умерова, мой друг молодой. Она сейчас где-то, не с нами. Ну, значит, семья Умеровых сначала показали мне это сини. Сини – это столешница. Вот если сини вместе, ну, аяхлары бар, как бы, получается вот такой, ну, мы говорим софра. Ближе к степи, как этот, щель адамлары дер, нет, хона, да? Хона. Хона. И всегда со мной спорят. На самом деле софра, я не спорю, я просто рассказываю, что знаю. Софра – это под вот эту штуку стелили. У узбеков дастархан. У нас это тоже софра. Просто стелили скатерть, это софра. И так и ели. Но кофе часто пили вот за такими столиками. Все равно стелили этот софрае. А в некоторых деревнях эта ткань называлась амурбес, или хамурбес, или амурбес. Ну, то есть стелили, чтобы крошки на него сыпались. Вот. И вот это вот, значит, 19 век. Алекса поправил, здесь есть дата. И здесь уникальная тонкая работа, вам не видно. И очень было плохо видно, она была вся зеленая. Они мне когда принесли, просто дали, показали. Я сказал, что ну, для меня это вообще цены нету этой вещи. Потому что здесь мы видим, что очень редко сегодня все наши вещи вот такого плана, ну их просто нету. Есть какие-то вот остатки медной посуды, до нас дошли случайно совершенно, а все остальное, основную массу, я думаю, поздавали там на всякий налом. А вообще в 1944 году тот же Низами выкладывал приказ, когда в июне месяце был приказ, в приказном порядке, значит, людей заставляли сдать всю посуду, ну, все ценные вещи репатриантов на склады. Вот, то есть все было более-менее хорошее, сдали, потом, и все это время оно исчезало. И вот это чудом до нас дошло, и я сделал его копию, ну, потом посмотрите, где-то он. Ну, вот этот, вот здесь тоже, этот, ну, как мог я ближе к истине, с помощью Эльдара Гусейнова, нашего, моего друга молодого, он мне помогал, потому что он сократил время работы моей. Или я бы рисовал это все вручную, это же все время нужно копировать на каждую следующую работу. А Эльдар у нас, он ну, молодой, быстро взял в компьютере мне то, что я ему дал материал, быстренько расставил. Тем более он художник, против правды не попрешь. И как бы он очень резко сократил мне вот этот объем работы. И я очень благодарен, Эльдар. Тут один джезбе тебе большой, семейный. Практически Это копия копия, того. да. Ну, он размером поменьше, но есть и большой, вон он сзади. У нас есть такая традиция попытаться прочитать знаки, символы. Вот здесь Ну, какой-то, вижу, цепочка Да, ДНК. немножко как будто это немножко наши крымские туману татары. напускают, вот когда говорят про орнамент, да, на мой взгляд, иногда усложняют люди. Ага. На мой взгляд, что такое орнамент? Орнамент – это способ фиксации и передачи информации какой-либо. В какой-то момент, ну, ученые говорят, что орнаменту, ну, они говорят, что там 5000 лет, 15 тысяч лет. Хоть сколько можно сказать, проверить же невозможно так серьезно. На мой взгляд, человек, когда начал на стене пещеры, сытый уже после охоты, там углем что-то рисовать, какие-то знаки, это уже было способ сохранения и передачи информации. Правильно же? То есть он нарисовал, все посмотрели и все что-то подумали. Кто не понял, тому объяснили. Вот. И постепенно, значит, это превратилось, ну,
пошло по своему пути развития вот этот способ фиксации информации, где в алфавит, где в букву, то есть знак означал какой-то звук. Или у китайцев, японцев там знак означал целое предложение, значение какое-то. Или орнамент. То есть вот здесь то же самое. Здесь кипарис, это значит мы читаем, что это мужской символ. Он, как правило, окружен вот цветами. И цветы у нас просто в воздухе не висят, они всегда в каком-то кувшине, в вазоне, в чем-то. Это не только наш личный крымский орнамент. У всех народов мира примерно одинаково, потому что мы люди где-то родились и разошлись по всему земному шару. Орнаменту очень много лет. Ну, то есть вот. И всегда были художники, которые что-то думали, когда рисовали, правильно же? Вот. Но и строится, вот здесь изображение очень интересно строится. В центре солнце, солярный знак. И показано движение, лучи солнца. Вот прямо они изогнутые. Потом вокруг идет эгридал. Это все как бы жизнь в центре солнца. И вокруг, по кругу мы видим жизнь, которая тянется к солнцу. И потом здесь вот по периметру, опять же мы видим эгридал, он тоже в движении. То есть это часть мира, да, вот наша жизнь, мир, в котором мы живем. Это берекет, это пожелание благополучия. Там, ну, то есть вот поднос, он же должен нести, ну, любая вещь, созданная художником, должна нести положительную информацию. Также Эльдар. У Эльдара вообще любая вещь несет положительную информацию. Солнце в центре светит всем одинаково. Да. Равномерно Без распределяя солнца лучи. нету жизни. Круг вообще в орнаменте, круг – это солнце. Круг с точкой посередине – это оджах. Оджах в переводе с тюркского – это, ну, условно, костюм от джах, от ях, от у тюрков. От, мы думаем, это трава, но на самом деле это еще и дрова. Да, и сегодня они пользуются этим словом. Сегодня есть живые люди, которые так говорят. Халық түркімізде де бар. От яна жүрегімде өле сатырлар бар. Это о любви там что-то там было. Так, Хорошо здесь, начал. Есть еще есть. Вы же орнамент используете также и в производстве джезвелер. Да, конечно, потому что многие девушки отказываются брать джезве без орнамента. Вот, к этому сини, вот это джезве. То есть, если это точная копия, то орнамент на джезве или еще где-либо, ну, то есть я уже беру эти элементы и использую уже их по своему усмотрению, но соблюдая эти правила. Вот. В данном случае вот здесь вот просто эгридал такой с этими харамфиль. По кругу идет. И самое главное, что вот эта ручка, она не просто такой формы. А в ханском в экспозиции сегодня лежат изделия, ручки вот точно такой формы. Потому что когда я джезве думал, как это сделать, я не знал, какая ручка будет, какой формы она должна быть. А потом, ищешь информацию, и когда ты о чем-то все время думаешь, эта информация по-любому у тебя находит сама. Вот. И, соответственно, форму сфотографировал, повторил, и теперь я ее везде стараюсь использовать. Это такая, еще есть чуть другая. А если сравнить, можно? Да, конечно. Алаем. На все эти изделия пожизненная гарантия, ты можешь взять... это очень аккуратно. Я думаю, что он спрашивает? Это София Абдураманова, работник музея Ханского, или как он там называется. Они ездили, их семья, там кто-то корни, Чамлы-Кою, где-то Башсарайский район, Чамлы. И вот там они нашли вот этот джезве. И она мне его показала несколько лет назад. Я его зарисовал, замерил все. А потом недавно звоню и говорю: София, я хочу твой джезве
ну, повторить, не могла бы ты мне его дать на время? Она, ну, нет проблем, отдала. Потом я набрался наглости и говорю: София, давай я или куплю, или тебе этот сделаю другой. Она сначала не сказала, потом, смотрю, звонит, отдала. Ну, я и другой DSB сделал. Это же уникальная вещь. Ручка вот такая длинная, это самая простая утилитарная вещь. Каждый день в быту использовалась. Мы сегодня до того к газу привыкли, что нам трудно представить, что вообще оджах и чинде готовили. Вот прямо открытый огонь был. Поэтому длинные ручки такие были, он еще должен доставать вот до стола, чтобы не падало. Вот. И очень редко у нас в GSB до нас дошли с ручками. Медь ну, дольше живет, а железо очень быстро корродирует и истлело практически, поэтому его очень аккуратно надо. Ну, реально вещь какой-то семьи. Вообще джезве до депортации, в древние времена, это был элемент как типа роскоши дома. Нет, я же говорю, самая простая утилитарная посуда. Каждый день, которую используешь ты. Другое дело, что зависит от количества работы. Если есть простой пластмассовый табак, да, вот такой, в магазине будет стоить 500 рублей, там какой, ну, может, 200 рублей. А есть вещь, которая там, на нее потрачено очень много сил и труда, и любви, там, естественно, это разные, ну, деньги, да. И также, ну, любая вещь, и GSB точно так же, но до нас дошли вещи, вот если мы про GSB говорим, самые простые, просто до безобразия простые. Вот. Недавно для Вер, как его компания называется, Pride, он тоже фильмы снимает, ролики рекламные. Его биташка, это у нас район Нижнегорска где-то, оттуда у них корни, и она нашла старый GSB и ему дала с крышкой, балабан на 500 миллилитров, с деревянной ручкой. В Узбекистан поехал и обратно приехал. До последнего времени в нем варили. То есть вот это вот ценность в этом. Пока наши гости также думают, какой вопрос задать, я еще спрошу от вас совет тем людям, которые когда-то, может быть, в финале мероприятий получили подарок от Рустема ага Дервиша. И этот подарок по сей день в коробке стоит на самом видном месте. Вот что нужно сделать для того, чтобы начать его использовать, и не утратит ли он ценность свою при этом? Ценность этой вещи, если это мы говорим про мои изделия, ценность ее в том, что ею нужно пользоваться с любовью и каждый день получать удовольствие. Это абсолютно рабочие вещи, если мы про GSB говорим. И он очень прочный, правильная форма, то есть крымская форма. Наши GSB вот этой формы, которую я делаю, это наша крымская форма, это значит только в Крыму такая форма мы находим. В Турции совершенно другие. Дальше в Африку, если пойдем, там вообще нету GSB, там у них дала вот с таким носом кофе они варят. Они по-другому кофе вообще варят. Вот. А как мы варим, про турок можно тоже сказать, но они не кофеманы, они в основном чай пьют. Там я когда у них приходится кофе спрашивать, Мулькун Мухавич, сразу чай приносят. А я про Турцию думал по-другому. Я думал, приеду, мне сразу хаве там. Нет, чай пьет народ. Почему-то, не знаю. Вот. Про форму хочу сказать. Эта форма, значит, вот в таком GSB, в GSB такой формы готовится кофе. Ну, мы по определенной технологии его готовим, если серьезно относимся к этому напитку. И он получается очень вкусный благодаря этой форме и качеству материала, из которого он сделан. Если будет не та форма и не тот материал, один и тот же кофе, один и тот же продукт будет иметь совершенно другой вкус.
Поэтому я абсолютно ответственно заявляю, что 1000 раз испробовано. Вот в этом джезбе нашей крымской формы получается самый вкусный кофе на юге Евразии. Ну, как минимум. Рустам Ага до мероприятия также задавал вопрос в более такой шуточной, легкой форме. Он сказал, есть ли в производстве джезвелер для левшей? Потому что Апайы, Умар Архадаш. Первый джезбе для левшей я сделал для племянницы, для Мавиля Халил. И мне в голову не приходило. Она говорит, МД, а вообще это правильно, когда все для правшей, а нельзя для левшей сделать? Ну, я сделал для левшей, не проблема вообще. Ну, он подходил ко мне, легко сделаем. Ну, в данном случае нужно просто ручку на другую сторону поставить. Сау мусафирлер, суалларыңыз болса, если есть вопросы, уточнения. Лиля Ханум. Микрофон, келе. Увлеклись медной посудой, но я всегда просто с восхищением, другого слова не подберу, наблюдаю за тем, что вы сделали с Дервишеви. Теперь это не просто музейный экспонат, да? Это не просто уголок старого крымско-татарского быта. Это место, куда приходишь, и сама атмосфера которого тебя даже не в старину погружает, а в такую вот крымско-татарскость, по которой уже давным-давно соскучилась душа. Как вам это удалось? Очень легко и просто, потому что это наша культура, это вот такая магия, когда мы этого лишены. Если человек не был много лет дома, и он туда возвращается, вот эта острота чувств, ну это же непередаваемо. А если он все время в этом живет, он этого не замечает. А мы этого были лишены, и мы об этом только слышали. О том, какой Крым, там, живя в Узбекистане, мы вот эти вот, ну, я в своей Хартанашке Боекламбатской все время слушал там про море, про сады, про уникальный виноград, про уникальные яблоки. Там все было уникальное. Я когда в Крым приехал, первую виноградину съел, я чуть не упал в обморок от кислоты после Узбекистана. Там же все сладкое, а здесь нужно было, ну, еще найти, где этот сладкий виноград. Ну, и я думаю, что, может, мне такой виноград попался. Вот. И на самом деле, вот надо просто радоваться тому, что у нас сегодня есть возможность, несмотря ни на что, жить у себя дома и по мере своей возможности что-то делать, чтобы восстановить этот дом, навести в нем порядок. Ну, тупо улицу подмести, потому что невозможно иногда ходить. Как Афизе вчера мне говорит, Гезлевева Раджама Санда, ну, на велосипедах по улочкам старым покатаемся. Я говорю, Афизе, недавно мы там были, ходили по старым улочкам, наступить некуда там, ну, грязно, я не знаю почему, может мы попали так, очень много там. Ну, короче говоря, может, сезон наведут порядок? Ну, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Убирать тоже надо. В Турции я хотел вот так бумажку кинуть на какой-то площади, я не знаю. И один пожилой человек в жилетке мне тут же совок подставил. Он работает там целый день, чал-шал, деньги зарабатывает. Понимаешь? И там оглядывают. У нас кто-нибудь, ну, оглядывается половина, а половина же не оглядывается. Вот. А потом, если мусорная машина через месяц приедет, вот. А это сразу. То есть жизнь должна такая быть. Все в равновесии. Кто-то ссорит, кто-то убирает. Вы купили этот старый крымско-татарский домик приблизительно в то же самое время, когда мы все вместе начали строить свой новый дом в Крыму. Нет, мы его купили
В каком году? В 1987 году я приехал в Крым, такой романтик. Взял сумку и поехал в Крым, домой поехал. Ну, когда перестали выгонять уже. И все, ну, как правило, председатель, ну, к колхозу председатель заходишь, ну, на работу ж надо сначала устроиться. Тебе говорят, дом есть? Нет, иди отсюда. Там работаешь? Нет, какой дом? Короче, вот так вот пинали. И, значит, что-то он сказал нам тогда, о чем я мысль ушла, хотел про этого председателя сказать. Короче говоря, мы-то приехали в 87-м, я молодой, просто домой приехали, просто построили дом, еще без этого, еще не вышла наружу вот это вот, как вы говорите, крымско-татарскость. Ну как бы, это же система воспитала уже советских людей. Мой отец, ему было 9 лет, попал в ссылку, и из него воспитали советского человека. Потом его дети, соответственно, такие же октябрята, пионеры, как сегодня по телевизору уже пионеры принимают. Реально. Сегодняшний день это. Siz bakasız телевизор, И ведь. Allah сохрансын. Ну, это так, наверное, да? Нет, это в этом в Ютубе короткие эти проскакивают. Вот. И тогда, ну, мы начали обживаться, все. И когда только вроде подвал наполнился едой, там, и пришло время, можно уже вещи купить, деньги накопили, бах, развалилось все, колхоз развалился. Вот, и пришлось ехать искать работу, и так я оказался в Новороссийске, и там зарабатывали деньги. И уже потом, уже когда достиг определенного возраста, и когда появилась возможность, мы этот дом искали уже целенаправленно, не для жилья, а для того, чтобы... Я вообще хотел построить мастерскую для производства медной посуды. И я хотел обязательно делать эту посуду не просто в цеху в каком-то, а вот в таком месте, которое бы соответствовало этой медной посуде. Все, чтобы было все до предела по-настоящему. Ну, я так хотел. Мне казалось, ну, то есть это была цель. Человек так и живет, цель получить удовольствие каждую минуту. И вот мне казалось, что это будет вообще самый центр счастья, что я буду в такой мастерской аутентичной делать такую посуду. Ну, как выяснилось, там невозможно работать, потому что люди, ну, как бы заходят, смотрят, фотографируют. И теперь там мы просто даем мастер-классы. Уже и ребенок мой подрос, и теперь он дает мастер-классы. И это у меня отнял, короче. Buyurunuz. Рустем бей, демек біріншіден айтмақ істен берді отырған жемаатқа бүгін сіздің яшыңыз толған екен. Хайырлы, бесағылықлы яшылар олсын. Сізге ижади муаффақиятер тілеймін. Екіншіден, мына бұл шейшік бойынша, мына айттыңыз да папи, сенені демек тұтып ачмаға папи. Менже бұл бір тевсия. О папичкінің үстіне де бір өзіңізні, я бір адыңызны ма, я бір арифіңізін жазсаңыз. Эбет бекім сауытын түбінде бардыр, ама белкім кечер 5-6 асыр. Ве о папичкін тапарлар, ве дерлер. Бұл 21 асырда япылған шей, ве дервиш Рустем бейден ұстасы деп. Ұсталарымыз пек çok, hepsi pek demek muvaffakiyetli, icadi insanlar. Çok sağ olunuz. Sağ olun. Екінші бір суал бермек істеймін. Менде де евде мына бөле жезвелер бар, сізде, бақшыш оларақ сізден. Ама мен оларын hiç kullanmayım. Halbuki secelerinde 10 çın sualini berdi. Kullanmayım, тұра, құтычықта. Не үшін? Kullanmayım, көзім қимайым. Ама Қиышып kullanған елсам жезвелерім, бақыңыз, kullanған жезвелерімі, бөле філжанға қавияны төккенде, не үшіндір сүмегінден ақа. Вемаса ортысыны біраз іштен шығара. Не yapmaq керек? Ақмасын сүмечігі деп. Мына сіз ұста оларақ. Рахметлі битам, оле жезве көрсе айта еді. Түйіңіз деді. Бита дедік, не о түймек?
О дейдір кетір бір чөкітчік, ве алып сүмечігіні насылдыр ұрайды, ве соны ақмайды. Сіз ұста оларақ насыл тепсие берірсіз маға? Сақ олыңыз. Техосмотр hakkında sual. Нет, это кардинальное решение Биташки. Ну, на самом деле, вопрос интересный, конечно. Все зависит от мастерства как изготовившего этот джезбе, так и от наливающего. Как где-то тостующего, да? Йо, біз енді білеміз, қырым татар қадынлар оларақ төкмеге, қавені, Аллаға Турецкий шүкір. cezve, О, там адам. фабричное производство, он үшін қиыш еді менде. Getir bana ben Yok. size yaparım. Мен бүгін барсам мұтлақ Ya benim қавеп cezbe ne için Turan'da tepede dedi. Ана, демек бақмақ керек, қавеп шыр бақарым. Тамамы Ебе, жоқ мұсы менің конечно, что таммас, это мен такое? белесем. Сақ олыңыз. Allah razı olsun. Sağ olun. Buyurunuz. Kırmızı andı. Selam aleyküm saygılı cemaat. Rüstem Bey hayırlı yaşlarınız olsun. Sizin қолыңыздан да nice cezveler, tabaklar, sınırlar çıksın da milletimizin büyük bir degeri olsun. Sualım vermezden evvel men qaytmağa ister edim bu Кезлевнің sokaklarını. Evvel ezelden bizim ecdatlarımız aziz yurtumuzga, vatanımızga büyük muqaytlık ve saygı toquna ediler. Ve qartbabamlar ayta еді, дағы күткенде мұтлақ ақайлардың янында пычақ бар еді. Ve дағдаки киік тереклерге, мейва тереклерін ашылап, ойлы бұйық бір сайғы көстереділер табиатымызға. Афсус ки, бұл дигер медениетінің тесірі біздің милletімізге, ve біз өзімізде базыда ватанымызда чөплік ташлаймыз. Умыт етем, бұл адет бізден жоқ olur, вақыт-вақытымен. Сізге есе суал бермеге істер едім әбет, бізде бөлі бір güzel айтым бар. Қыз бешікте, жиыз сандықта. Қызны яңы өмірге азырлағанда, ана-баба, сіз çok бір araştırmalar yaptınız ve білмек керексіз. Қыздың жиызіне хач, чешіт, жезве азырламақ керек. Sağ olunuz. Akaylar adından, olacak Kiyevler adından. Evet, mutlaka. Не знаю, bakmak gerek. Что-то не задумывался над этим вопросом. Ne kadar çok olsa отвечу я на этот вопрос. Минимум 5 будет. Еді. Yaxşı yaparım. Вот. Значит, специально для этой цели как-то начал проект такой вот с этим джезбе, но так как это он трудоемкий очень и немножко в эксплуатации сложно с ним. Вот такой джезбе, который я назвал гелин. Хушах — это филигрань, это мастерская Айдара Асанова, полированная латунь. Вот. Первое, естественно, у меня его купила Эльза Рустемовна наша, моментально Биркередель. Вот. Второй, он у меня дома стоит, но он тоже уже купленный. Вот. Ну, так как он немножко не... Я его назвал гелин и хотел, чтобы на вот это событие в жизни как-то особенно было отмечено. Потому что джезбе — это наша абсолютно традиционная посуда, свойственная нашему народу. Потому что так как мы к кофе относимся, я не знаю, какой народ в мире еще к этому так трепетно относится, и поэтому мы должны обратить на это внимание, вот, и уделить этому время. Поэтому я решил сделать вот такой джезбе, но чтобы сделать его правильным и чтобы не бояться его эксплуатировать, сейчас немножко работаем над этим. Пояс будет из серебра литой, это будет чуть подешевле и легче в эксплуатации, а сам джезбе будет покрыт золотом. Ну, в смысле, золочение это не так дорого, как звучит,
но уже будет легче эксплуатировать, не будет оставаться таких пятен. Так что вот этот первый джезбе в этой семерке уже готов. Машалла, sağ olun. Суаллер, buyurunuz Elzar ханым. Мерабаңыз, қайырлы яшлар олсын. Менде Сау. қысқа суал. Джезбе япқанда ән қиын парчасы, яда ән қиын иш насыл? Менің іште ең қиын жоқ ма, бір қиынлығы жоқ. Ән қиын парчасы, бекім сапыны япмақ. В этом смысле. Как сказать, қиынлық? Тяжело делать, когда не нравится что-то делать. А если... Как? Это же исследование. Это же с большим удовольствием все делается. Қиынлығы мында жоқ. Анашылды. Это с большим удовольствием. Anladım, sağ olun. Sağ olun sualınız için Elzar ханым. Qayсы Elzar ханым cevap vereceğiz? Рустем ага. Ну вот одна из целей наших таких встреч, это, вы видите, в этом зале много молодежи, и мы стараемся для молодежи показать, ну, такую, знаете, привлекательность и пример вот этой деятельности вашей, чтобы когда-нибудь в своей жизни, в своей деятельности они тоже что-то создавали крымско-татарское. И вот одним из факторов вот этой привлекательности, в общем, у меня будет меркантильный вопрос, как обычно. Легко вообще. Как много вы зарабатываете? Как Азия Хусейновна могла задать такой вопрос? Ну, у нее соответствующее образование. Я виноват, что ли, что она кандидат доктора исторических наук. Это я делаю, да, там? Ферх yok. Деньги. Я не ухожу от ответа, но я сильно не знаю, потому что я же дервиш, не просто так у меня такая фамилия. Всеми деньгами в нашей семье, все деньги у Алиме. Но, Значит, денег много. да, Ну, Али достаточно. Механуба не считала мало денег, правильно? Да, иногда вот сегодня, значит, день рождения, и мне подарили, похвастаюсь. Я, конечно, запрещал, уже много лет запрещаю, что не дарите мне дорогие вещи, потому что, ну, мне жалко труд. Вот. И сегодня мне подарили, я, ну, давно хотел, просто мне жалко было этих денег на ноутбук этот компании Apple. Потому что телефон подарили и меня привязали, а компания Apple создана умными людьми, и там все теперь привязано к ним. Музыку в стороне не загрузишь, надо все покупать. Фотографии просто так не выгрузишь на компьютер, надо хранить в платном хранилище. То есть все, у них надо учиться этому. Вот, поэтому мне сегодня подарили ноутбук, теперь у меня все есть для счастья. Ну, у меня и так все есть для счастья, а тут, короче, для работы дети решили, что мне нужно для работы. Я с ними абсолютно согласен. Вот, теперь возвращаемся к деньгам. То есть ноутбук они мне могут такой подарить, да? Заработать. Раз в месяц могут подарить? Я могу с полной ответственностью сказать, что легко. Просто что с ними делать? Кидаться потом с ними, что ли? Вот. На самом деле вопрос очень серьезный. И многие к этому несерьезно относятся или по незнанию, или не хотят признаться себе в том, что им неохота это делать. Любой успешный человек, за ним стоит тяжелый труд. Любой успешный человек. Нет такого богатого или успешного человека, который взял, утром проснулся, он богатый и успешный. Нету таких людей. Даже если мы простого человека возьмем, вот многие молодые люди мечтают стать миллионерами. Мы ему дадим этот миллион, он послезавтра опять останется без денег. Он вложит их в какое-нибудь дело. И знания нужны, опыт нужен и трудолюбие. И каждый день надо работать. С утра до вечера и ночью. Я ночью встаю, забыл, встаю, у меня блокнот рядом или листочек, я записываю. Потому что утром забуду. Потом вспомню, когда не надо, и так неделя пройдет. То есть это труд.
И очень часто молодые люди наивно полагают, что количество денег – это и есть богатство. Это вообще не так. Деньги – это инструмент, как молоток, как отвертка, как ноутбук, как я не знаю. Это, если человек зарабатывает на кофе, это как хороший джезбе, если кто кофе занимается, он должен быть хороший джезбе. То есть, если инструмент хороший, ты получаешь хороший продукт. Значит, он лучше продается, чем у конкурента. Значит, ты богатый, значит, у тебя много денег. Теперь главное, когда у тебя много денег, пользоваться этим как инструментом, а не как деньгами. Деньги – это инструмент. И вот если у человека есть мозги, и правильное образование, и терпение, и трудолюбие, тогда это однозначно успешный человек. И еще очень часто они думают, что, очень часто я слышу, вот там мне нужен стартап, это называется, да? Когда дают деньги для какого-то. А многие думают, ну, может, не так называется, не знаю. То есть подъемные какие-то деньги, или для начала бизнеса нужна там какая-то сумма. Да, нужна, но если человек не хватает ума правильно воспользоваться этим инструментом, любой дорогой инструмент, хороший инструмент, неправильно используя, можно просто тупо поломать и остаться опять ни с чем. Так и с деньгами. Деньги – это просто инструмент. Если человек так думает, он богатый и успешный. Если ты зарабатываешь 100 рублей, тратишь 101 рубль, ты бедный. Если 99 тратишь, то ты богатый. У меня всегда есть деньги. Потому что я очень аккуратно трачу. Суалер. Мухаммед Бей. Рустам, Селям алейкум, я хотела, знаете, что спросить? Мы вот с таким удовольствием приехали к вам на мастер-класс Дервишева, и я увидела, как почти любой человек может это делать, хотя со стороны кажется, что это невероятно сложная работа, а я увидела своими руками, что это каждый почти может так сделать. И я знаю, что Нури, ваш сын, ваш ученик и продолжатель, да, наверное, вашего дела. А есть у вас ученики, как сказать, со стороны, что ли, или планируете, может быть? Есть? Я одного не могу заставить целыми днями работать. Это не совсем правда. Да, это очень интересная тема. Вообще было бы хорошо, мне очень хочется, во-первых, нужно расписать вот это вот, если человека учить, там же определенные правила существуют, как вот в школу приходишь, начинается с букваря все. Так и здесь. Там очень много информации, оказывается. Я-то делаю это на автомате, мне уже много лет, и за всю жизнь то, что накоплено, какие-то вещи, они кажутся простыми. Вот. Начинаешь учить человека, а там, оказывается, очень много надо ему дать. Вот. И периодически ко мне кто-то обращается, можно учиться у вас, можно там как-то обучаться? Я говорю, как ты себе это видишь? То есть, что такое обучение? Это значит, я перестаю работать, и я занимаюсь с этим человеком определенное количество времени. То есть, я перестаю зарабатывать. И он ничего не делает, и я ничего не делаю. Пока он начнет что-то делать, то, что можно уже продать и заработать, это очень большой период времени. Поэтому, неспроста же появились школы, институты. Это должна быть школа, чтобы, к этому надо идти, к этому надо стремиться. У меня есть такой план, чтобы хотя бы что-то похожее на это создать. Это должно остаться, накопленное мною, там еще у нас есть медники, не только я, это не должно исчезнуть. То есть мы как-то должны над этим подумать. Я никого не обязываю, но я думаю в этом направлении, чтобы как-то это заработало, это обучение. То ли это будет платно там как-то. Короче говоря, это должно... И не с каждого человека же может получиться. То есть вы приходите, когда на мастер-класс, там кажется легко, сначала человеку кажется сложно, потом, когда садится, это легко, но это обманчивая легкость.
легкость в том, что мастер разложил сложную вещь на простые операции. И каждую операцию человеку показывает и дает инструмент в руки и говорит, как ударить. Вот как у Гусенова садишься, думаешь, а что там этот горшок скрутить? Думаешь, как он сейчас возьму, так и сделаю. Вытянется он у меня. Сел, он размазался у тебя в руках. А Гусенов говорит, подождите, он берет, за тебя это все делает, и человек идет и думает, что это он сделал. Да нет, на годы нужны, чтобы это сделать. А кто рядом с ним годы будет сидеть? Потом он в конце месяца скажет, Эльдархан, что, сколько я заработал? Он ему испортил все нервы, материал. Так же, Эльдар? Ну, я об этом и говорю. И у меня так спрашивают. Берете, я говорю, ну, а как ты себя видишь? Он говорит, ну, зарплата какая у вас там? Человеку, ну, рассказать условия, на каких он может учиться, тогда будет проще. Так, вопрос, наверное, нестандартный будет. Мухаммед Аджа, Мухаммед Агам, микрофон мужчине в белой рубашке. Ну, не қадар пара қазанасының суалінден соң артық менікі басит халық. Рустам аға, қайырлы яшылар olsun. Сізді dinlemek zevk her zaman. Bu en son sualden de bağlı benim sualım. Yakında biz bir müzakere ettik. Milli menligi korçalamak için 3 unsur var. Bu din, ebed, til, ana tilimiz ve medeniyetimiz. Biz düşündük ki til meselesi pek zor. Eğer insan tili laf etmeden tilin korçalanması pek zor. Bunu ne üniversite yapar, ne hoca yapar. İnsanlar laf etmek gerek. Fakat medeniyette Rüstem Dervişler, Skibinler, Guseynovler olsa medeniyetimiz kalır, korçalanır, inkişaf eter diye bir sual, yani bir fikir var. Ne aytarsınız? Belki bu mektepler açmak. Yani bu vazifeyi siz nasıl halkımızın menligini korumak için neler yapmanız gerek yaparsınız? Sağ olunuz. Знание родного языка очень важно. Это часть нации. Религия – это часть нации. И наша культура – это та же часть, огромная часть, вот эта составляющая, что делает одну культуру отличную от другой. Поэтому язык тоже очень важно. Но часто мы видим, мы же человека как отличаем? Когда он молчит, мы, например, узбека даже молчащего отличим от русского, да? То есть на нем вот есть отпечаток его культуры. Все это очень важно, и поэтому нельзя сказать что-то вот это важно, а вот это нет. Ну вот как бы я вижу, и мне кажется, ну не кажется, я это вижу, что при всем том, что мы все время недовольны тем, как мы развиваемся, и вот что мы недовольны, это уже радует, что мы недовольны. Если мы были довольны, то уже бы нас не было давно. Вот. И каждая семья по-своему делает какой-то вклад вообще без государственности своей. Это мы, я не знаю, это уникальный народ. Есть народы, которые живут, их никого не выселяли никуда. Они живут там, где жили веками. И мы напротив них делаем большие успехи в своем развитии, чем они сами, и в языке в том числе. Вот это меня удивляет. Поэтому я считаю, что мы движемся в правильном направлении. Да, bir-iki sual için vaqtimiz var. Ben bilesem. İkinci sual. Yaxşı. Bağışlarsın, ben çok laf ediyorum 7 galiba. cezve, 2 sual. Son ne olacak? Ayten Aslan, Rüstem Bey, siz usta olarak bu ana tilimiz saqlaну yolundan yani devam ederek siz bu çalışkan aletlerinizin adların ve bu hareketlerinin adların, iş devamında yapılgan hareketlerinin adların Kırım Tatar tilinde jiyip oldunuz mu? Onun lügatını bugün tizmege mümkün mü? Çalışамыз в этом направлении, Сейджелил.
Yardım ederim siz. Вот. aytыңыз. Misal için, а bu nedir? Абушей. Табақ. Вот. Табах – это глубокая Сына. тарелка. Тарелка мелкая – это тепси, независимо какого размера. Большое это изделие, тепси, балабанбоюк тепси, это уже сини, Сына. то есть столешница. Да? Или, например, ялбойские используют ибрик. Ибрық. Ибрик в переводе с арабского, по-моему, это, ну, для воды. Там наливать воду, что ли, там какой-то перевод. То есть эту информацию я собираю. Яғни бұл сауытларын ады, ишлеген алетлерінің ады, инструменты. Собираю, Зоря Ханым. Но это очень сложно, потому что не к кому обратиться, понимаете? Вот сейчас я планирую экспедицию в Узбекистан, все ищу, кто со мной поедет. Уже там нашел людей, которые нас примут. Кусенов, поехали в Узбекистан? Вот. То есть нужно встретиться. Вот мы были в Турции недавно, встречались с турецкими мастерами, и я привез оттуда этот инструмент, которым гравировку наносят. Вот такой инструмент, он древний, древнейший. Они чудеса делают с помощью вот молотка и этого инструмента. Ну, чакуч, он и у армян тоже чакуч. И это, по-моему, фарси, да, или какой-то персидский язык, чакуч везде чакуч, и арабы говорят чакуч. То есть есть такие инструменты, которых общее название, а есть инструмент, которого я, например, не знаю названия. Ну, ищем, работаем. Это же очень большой объем работы. А по языку у нас вся семья берет уроки крымско-татарского языка, уже иногда Нури меня в тупик ставит. То есть, она деньги лаф еткенде. Нөбеттеки мастер-класслар ана тілімізде кечеже. Ну, кысмет болса, бір кереден олмаса бет, олмас, ну, ничего, тырышамыз. Сау болыңыз. Выбора нету у нас. Өбет. Biz de tırışamız bütün suallarını Sağ olun. eşitmege. Siz sağ olun sualınız için Ahmet Bey. Tağa buyurunuz. Ahmet Bey var ve Aziz Bey de. Bizde iki sualımız. Bence onunla bitirmeye mümkün olur. Салям алейкум. Buyurunuz. Вы занимаетесь историей, да, этих джазбелер. А есть отличия ялыбойские, кезлевские, то есть именно от, ну, как делится наш народ на несколько сословий и, соответственно, отличия в этой, как бы, вот, ну, в этих джазбе? Не, ну, по сословиям не делились, как бы, это слишком, потому что чем старше культура, тем фундаментальнее некоторые вещи. Например, форму сосуда определяет же ее технология приготовления и что мы в этом готовим. Если это кофе, есть определенные там какие-то нюансы, соблюдая которые мы можем приготовить вкусный напиток. Если мы кофе будем варить в открытой кружке, то мы не получим душистого напитка, мы получим горький напиток. Вот. Поэтому, например, аналогия, да, если турецкую, вот мы в Турции изучали вот эту тему, есть разница или нету, и там, значит, находясь в богатых домах и бедных домах, в Топкапы ходили, сравнивал, я все фотографировал. То есть форма та же, например, посуды, один в один, форма та же, мебель, все. Материалы другие и качество отделки или работы другие. То есть если в простой семье просто медный джезбе, но хорошего качества, то в богатой семье там он с какими-то самоцветами и все. У нас то же самое, потому что у нас очень близкие культуры. Чем южнее, тем ближе, почти одно и то же. Вот. Но некоторые разницы встречаются, потому что вот на примере того же джезбе, который моему другу Биташка отдала, джезбе ну, с Нижнегорского района, ну там Нижнегорск, что было это? Сейтлер. Сейтлер. Вот. Джезбе с крышкой. А мы ездили для Веры туда, и около Азовского моря, он говорит, Биташка говорил вот так, отлары джипшти, яхып, вот хаве аптах.
и туда этот ветер же дует, пепел залетал туда, получился наивкуснейший кофе, но пепел залетал. И вот, ну, поэтому у них крышка была, скорее всего. Ну, и есть крышка, оттуда приехал джезбе с крышкой. И также мы видим сосуды для приготовления кофе, которые приходят нам с Африки, у них ибрики или дала с крышкой. То есть они пустынные жители, у них все с крышкой. А у нас джезбе в основном без крышки, но вот такой формы. Форма, основные признаки нашего джезбе, дно и высота одного размера. 1/3 от дна на высоте, значит 2/3, потом идет талия. И талия, как правило, в 2 раза меньше, чем дно, диаметр дна. Вот примерно вот такие пропорции. И именно в такой форме мы можем приготовить нормальный напиток, который сохраняет вот эти свойства кофе. Просто вот на сегодня прослеживается две, да, тенденции. Ручка прямая, это вот костровой вариант. И ручка вверх поднятая. Нет, значит, изогнутые я не видел. Это не видел. В основном у нас прямые ручки были, вот такие вот. Заканчивались вот таким хвостиком, именно вот таким раздвоением, где 2 солярных знака мы видим. Всегда человека сопровождает 2 солярных знака. Ночью луна нам светит, днем солнце нам светит. То есть это жизнь. Есть солнце, есть свет, есть жизнь. И вот такой хвостик. Ну и, соответственно, тут орнамент. Вот. И есть простые, вот как этот старый, просто длинная ручка. То есть были ручки короткие, потому что были маленькие печечки такие. Встречается у нас на фотографиях квадратная печечка для приготовления кофе. Ну, туда, скорее всего, угли насыпали. И оджах, где прямо в этом хоры-чинде вот туда вставляли. У нас на песке не готовили кофе. Я не слышал, что готовили. И на песке кофе готовить дома – это абсолютно бесполезная вещь. Ты будешь 2 часа греть песок, чтобы попить кофе. То есть на открытом огне или в хоры-чинде. Sağ olun Samet Bey. Aziz ağam. Айдар Бей я да Азиз Бей. Салям алейкум. Рустем ага, мы знаем вас как человека с редким сочетанием сегодня. Это знание, талант ваш и, что нередко, не часто, как предприимчивость ваша. Красоту забыл. Я про важное, это же налицо, Рустем ага. Вот. Мне интересно ваше видение нашей культуры сегодня, вот в целом, как вы ее видите, она динамична, она развивается, или же наоборот у нас где-то есть просвет в ней. Вот как вы это видите? Ну, я уже говорил об этом, я удивляюсь тому, с каким желанием, и вот сегодня наша молодежь тянется к возрождению, ну как, они тянутся к своему. Каждый человек хочет жить у себя дома, иметь что-то свое. Мы народ с очень древней культурой, у тюрков очень древняя культура, веками накопленная информация, и как бы мы можем этим только гордиться. И я же говорю, вот мы сегодня столько делаем, и сюда люди из России едут, ну я с туристами общаюсь, они же едут к нам, чтобы увидеть нашу культуру. Они вот с такими глазами, ну нормальные люди. Вот с такими глазами заходят, смотрят, садятся, некоторые даже плачут, ну, особенно с Татарстана почему-то. Вот заходят и слеза. У меня бабушки дома так было. То есть, я не знаю, это, наверное, когда вот сильно долго запрещают, что-то запрещают, а потом как пружина работает. Человек быстро хочет это все восстановить. Ну, как трава из-под асфальта. Сложно удержать эту как бы хрупкая вещь, да, трава. Можно вырвать, но она ломает бетон, асфальт. То есть, ну, динамику вы видите, да, у нас положительную? Ну, конечно, мы же здесь, Гусену здесь, что надо еще? Сам ты какие вещи делаешь? Ну, то есть, такие люди, как вы, вас видно, понимаешь? А много еще не видно же каждый день. Хараденис Продакшн, вот если бы не они, например, мы новости узнаем все, ну, близкие, нужные нам, то, что нам интересно, о себе узнать, о наших людях. Сервер Ака Какура, пожалуйста, Айдар Ахалиев. Вот, я всегда говорю, что мы поем этот
Happy birthday to you. Doğan günü, hayırlı yaşlar olsun. Такая песня. Ну, мы уже дома поем, Серега, все нормально. То есть у нас все есть, нам нельзя жаловаться, нам наслаждаться жизнью, работать, учить детей, получать удовольствие от жизни. Да, в этих условиях, но не будет других. У тебя нельзя заморозиться на 10 лет и проснуться в мире, там в каком-то в другом. Жить хорошо и красиво, стремиться. Да бір достыңыз, да бір зен ардашыңыз десек бола, мен білесем Айдар Бей. Selamünaleyküm. Bergin sen Ayдар. Рустем Бey, hayırlı yaşlar olsun. Sağ olun. Вот до этого прозвучал, мне кажется, такой актуальный вопрос. Чуть хотел, вот, чтобы ты пояснил потом. Дело вот про джезве протекает, да? Дело в том, что вот если мы обратимся к нашему наследию, то обычно джезве, вот нижняя крышка, дно, оно припаивалось, да, к корпусу. Да. Вот, поэтому, ну, в жизни разные случаи бывают. Иногда забываем там все. То есть его нельзя под открытым огнем, когда выкипит без воды, нельзя его оставлять. Ну, я думаю, в твоем случае ты свой маленький инструктаж можешь сказать на эту тему. Стоп. И вот действительно, вот ну, даже гугум возьмем, да, это вот уникальная медно-чеканная работа из нашего наследия, которая состоит из многих кусков. Вот это не 5-4 куска, да, как там, мы видим в конечном результате. Вот здесь просто хотел... Там два основных, Айдар. Да. Дно Понимаете? и тело. Но И ну, это верху. Вот это, чтобы вот эту изогнутую по периметру, это архисложно, это мы знаем, кто занимает. Но вот этот гугум, он состоит из многих кусков для сведения. Причем соединены они истинным швом. Вот, поэтому вот, Рустем Бей, вот твоя версия на вот то, что протекает джезве, может, у тебя особенные, они вообще никогда не протекают. Уникальный, пожизненная гарантия, Айдар. И второй вопрос. Вот к твоему прекрасному натюрморту не хватает дегримент, сауанс. О чем только не думаю, и в том числе об этом. Да. Дело в том, что я могу, как бывший токарь-фрезеровщик, легко сделать эту вещь. Но она сколько будет стоить, другой вопрос. Сегодня я дома построил цех, где уже чуть легче мне делать, производить посуду. Ну, вот когда хорошая мастерская, да, любой мастер, если ему удобно работать, он более производительный труд получается. Соответственно, себестоимость падает. Тогда можно делать больше и как бы уже быть очень богатым. Только не знаю, куда дальше. Но Я думаю, дети, внуки потом плантации кофе начнут выращивать там. легко. Значит, там сложность в чем? Сложность в том, что с Турции возят аналоги, они очень дешевые, они не работают, но все равно их покупают, потому что дарят. Он не крутит, не мелит. Вот. И поэтому наш уникальный народ в ссылке, находясь, добравшись до станков, делали вручную все на заводах. У нас на заводе тоже это был такой подработок, мы делали и продавали. Там ничего сложного нету, я работаю над этим. Там нужно только мне восстановить вот эту пару, заказать. Но там нужно заказать, штук 500 их надо заказать, этих пар, чтобы была низкая себестоимость. Вот. А все остальное я сделаю сам. Но это следующий этап. Сейчас вот коротенько хотел сказать вот про эти чехарыхи. Уникальная культура. Вот Гайворонский точно примерно. Значит, если он мне про эту уточку назвал там 2000 лет, то чехарых, вот мы не помним, наши родители не помнят, и их родители не помнят чехарых вот такой формы. Хотя чехарых и слово, и чеберек, весь мир знает, что чеберек – это крымско-татарское блюдо. Или как в Вороне говорили, шумуш или черчер.
воронские люди не знали, что такое чеберек, братан. Уникальная деревня. По-своему знали. Шумуш или черчер. Ну, кстати, некоторые урумы, по-моему, тоже черчер говорят. Вот. А инструмент, который в Крыму находят, чагарах. Вот он петушок, а у него перед ним колесико. А что такое петушок? И что такое чеберег? Чеберег, это же, опять, если мы уходим от ислама туда дальше, вглубь веков, это же там как форму солнца имеет восходящий чеберег. Почему у него делают эти лучики? И чтобы делать эти лучики, специальный инструмент для этого сделали. Не просто режут, ну хотя в Узбекистане уже резали блюдцем за неимением этого. Но вот это вот в Крыму находят, и любой человек, который это продает в антикварном магазине, русский, он любой национальности, он скажет, это крымско-татарская вещь, чехарах. А чехарах с персидского, чарх – это колесо. Вот. И мы сегодня их тоже восстановили, тоже делаем. И самое интересное, что вот здесь мы тоже видим вот эту уточку знаменитую и петушка. А петушок в исламе, если кричит петух, это значит, он видит ангела. И молитва в это время произнесенная быстро доходит до Бога. То есть петух и солнце неразделимые вещи. Петух кричит на рассвете. Вот. И вот такими вещами пользовались. И сегодня у нас, кстати, вот мы это делаем, восстанавливаем, это точная копия. Server Bey. Bekim sonki sualim olacak. Rüstem Bey, halkımız içinde siz çok unikal bir insanı. Bana böyle tekmendegil'im çoksu meraklana. Misal için bir cezve yapmak, yana bir tabak yapmak için ne kadar sizin bana kıymetli vaktiniz kete. Ve elbette büyük sevgiyle siz bu işlerini yaparsınız. Ve ben belesem gerçek bu ev bir cezve mi, tabak olsun çok vakit aladır. Orta şeklinde etsanız. Значит, недавно на днях мне тоже это интересно стало. Я взял, примерно разделил количество изделий на количество дней. Любых. Например, этот синий я делаю там от недели там, до месяца, и джезбе могу сделать уже в своем современном цеху за один день. Ну, примерно на одно изделие в среднем получается 3-4 дня. В среднем на любое изделие, ну, вот так грубо. А так, если садишься работать, ну, это же дело такое, делаешь, ну, сделай ты простой, а мне ходит за мной, делай простые, люди простые хотят. Нет, меня несет, давай, начинаю делать там орнамент, ушел, 2-3 дня играю с ними. Но любой орнамент абсолютно аутентичный. Вот у Рамазана Усинова есть джезбе от родителей, от кого-то достался, и у него там с орнаментом. И вот это я сфотографировал, и есть. То есть, если есть джезбе разные, одной и той же формы, он может стоить там, ну сейчас вот такой джезбе минимум может стоить минимум 10 тысяч, и максимум он стоит у нас 18 тысяч рублей. Значит, к ценообразованию я не имею никакого отношения, кроме того, что я это делаю. Цена образую, это рынок. Когда я там беру, прихожу в магазин, раз вот так поднимаю, Лейла, ну, там люди занимаются, и ого, говорю, Лейла, такая цифра, неудобно. Говорит, Рустам ага, ну сделайте мне штук 10, поставьте, я уменьшу цифру. Ну ладно, вопросы отпадают. То есть кому-то это дорого. Яркий пример, одна женщина пришла с удовольствием, вот так унесла джезбе за 9 тысяч, вот так вот унесла. На следующий день пришла со своей сестрой, родной сестрой, или кто, ну, сестра. Она похвалилась, видать, хвалится, та, которая купила. А потом эта сестра тоже, ей понравилось, взяла один джезбе, вот так повернула, как матюкнулся. Ты что, говорит, с ума сошла, говорит, так. То есть люди разные.
Вот. Но я абсолютно не стыжусь своей работы, я радуюсь и как бы абсолютно уверен. Иногда бывает там дефект какой-то, ну я не усмотрел, люди приносят, мы просто меняем и все. Или там неправильно из Киева мне пишут, Рустам ага, внутри все черное стало. Я говорю, что можно сделать в GSB, чтобы внутри черное стало? А биташка что-то уксусом или что-то на огонь. Ну, короче говоря, постарались серьезно. Я говорю, ничего страшного, привезите, я заложу снова. То есть разная цена и разный срок. Очень сложно ответить с одного раза, за сколько дней можно сделать GSB. Да, буквально. Кім келecek суаны? Молодежь. Қаны бuyurыңыз. Бір ләтифе бар молодежь hakkında, соны айтар. Ассаляму алейкум. Хотелось бы задать вопрос. Вот вы уже многого достигли, построили музей, воссоздали медное дело, чохырых, джезве и также много других изделий. О чем вы мечтаете в дальнейшем? Чего хотите добиться? Какие цели вообще в будущем? Молодежь такие серьезные вопросы задаете. О себе или глобально? В целом. Ну, вообще было бы, конечно, хорошо, чтобы мои внуки ходили в крымско-татарскую школу. Чтобы я не думал, что... Нури, сегодня, когда урок татарского? Сегодня работаешь ты или нет? Нет, баба, бугундерси, яши, короче. То есть мы вынуждены свой родной язык учить факультативно на дому. Да, ну, поэтому это верх мечтаний, конечно, чтобы у нас было какое-то вот, ну, свое учебное заведение как минимум. Конечно, а лично для меня верх мечтаний, ну, если мы не говорим про семью, семья это отдельно, как это у меня был один раз опыт, меня отправили к психологу, она со мной поговорила, я назвал цифру какую-то, она говорит, вы привязаны к цифрам, с вами надо поработать. Короче, я больше к ней не ходил. А в плане медного дела, какие дальнейшие изделия? Если так, по изделиям проблем нет, там все ясно и понятно. Значит, мне хочется возродить производство таких изделий, которыми мы сегодня пользуемся. Значит, это GSB, это у нас вот подносы, синилер, чехарах у нас хорошо продают. Вот, я сделал маша. О! Чеберек я понял. У нас основным крымско-татарским блюдом весь мир знает, это какое там нетленное наследие? Как? Наследие на чеберек. Чеберек, главное блюдо крымско-татарское, весь мир знает. Да? А чем его переворачивают, никто же не пользуется этим. Чем вы переворачиваете? Маша. Единственное, я здесь посочинял форма классика. Только я посочинял с формы ручки. Это вот в ханском, еще раз скажу, что там есть кевгар лежит, шумовка. Кевгар, у него ровно вот такая ручка. Я ее просто взял за основу и как бы использую. И на него очень хорошо ложится орнамент. Вот. Дальше идет у нас, очень мне хочется сделать хуман. Хуман. Вот мы каждый день пользуемся, да? Но мы пользуемся какими угодно, только не традиционными. Вот. Его нужно восстановить. Гугум не пользуется, но его тоже надо делать. Но мне еще очень хочется восстановить, чтобы у нас была возможность купить наш нож крымский. Потому что ножи исчезли, их нету. И поэтому для этого я хочу съездить в Узбекистан. Мы там уже договорились с мастерами, нам покажут, расскажут. Но у нас есть вот такие жалкие остатки ножей, которые находят в Крыму. Вот эти копатели, вот, они очень похожи на все тюркские ножи и на узбекские в частности. Вот наши крымские ножи.
но мы пользуемся чем попало. Ну, их делать хотя бы, чтобы мы имели возможность купить наш крымско-татарский ножик. А для того, что это кажется, там его легко сделать, да, но там есть нюансы, и поэтому так же точно, как вот с техникой обработки меди, я очень долго, несколько лет изучал, как это сделать. Сегодня мне это все просто, как бы. Здесь точно так же. Чтобы это не придумывать, можно просто съездить и посмотреть, как делают мастера. То есть вот ножи впереди, ну много там, непочатый край. Было бы желание. Sağ olunuz. Allah yardımcı olsun. Söyle. У меня есть вопрос. Уже, скажем так, серьезный вопрос от молодежи, как Может, вы не надо? сказали, есть. Но теперь тогда от меня, наверное, не вполне серьезный вопрос, но мне все равно было бы интересно знать, если бы в вашей жизни не было медного дела, не было бы музея, то, может быть, вы думали, чем бы вы хотели бы заняться, может быть, какая-то другая специальность, что-то в этом роде? Альме мне говорит, я сам не следил за этим. Каждые 5 лет примерно я менял род деятельности. Ну и везде добивался успеха. Да, Альме? Я же не всю жизнь был медником. Я работал на хлебзаводе, доработал там, мне уже предложили должность мастера. Там, то есть, ну, хороший парень, работает, на работу ходит, не пьет, как бы, ну, нормально. Потом я оттуда ушел, чуть-чуть поработал и уехал в Крым. 24 года мне было, я приехал в Крым. В Крыму чуть-чуть поработал, колхоз развалился, пришлось ездить, зарабатывать, ездили кругом, и в Новороссийске остановились, и в итоге там потихоньку значит, жизнь меня поставила в такие условия, что мне пришлось очень много работать, и в итоге у нас, ну, как бы, вокруг меня выросла строительная организация, предприятие. Ну, у меня работало около, ну, там зарплату, список админ меня всегда повторяет, ну, человек 80 больше получали зарплату. Да? Мы, значит, занимались теплоизоляцией, это сложные там трубопроводооборудование, нефтепроводы. Потом мы делали вент-фасады, которые сегодня только здесь получили там распространение, а мы этим занимались уже давным-давно. Витражи, значит, офисные перегородки. Это все очень интересно, это новые технологии. Мы ездили каждый год в Москву на строительную выставку. Там со всего мира стекались туда технологии, мы брали что-то новое. То есть это была жизнь, наполненная все новыми событиями. И я каждый день утром, вернее ночью, ждал, когда будет утро, и я пойду опять на работу. Вот. И то закончилось, вернее, как закончилось, тот период жизни не закончился, а я его как бы сам решил остановиться на этом, потому что это уже перестало приносить удовлетворение. Ну, деньги – это не главное в жизни, потому что человек же живет, созданный, появился на этот свет не для того, чтобы ходить в полные карманы денег. Он должен быть здоров, счастлив и получать удовольствие от того, что нам дано. Вот, и что-то еще делать для этого. И поэтому значит, мы закрыли предприятие, и у нас же есть еще Крым, и пока там работали, мы здесь купили дом, там, ну, то есть уже задел на будущее был, и начался новый этап. Там, значит, вот купили этот дом, я думал, сразу буду строить цех и сразу буду делать медную посуду. В итоге я начал заниматься восстановлением старого татарского дома, изучать архитектуру, ездить по старым городам Турции. То есть это другой этап жизни. Я пока до меди добрался, несколько лет прошло. Я как я извиняюсь, вешачок с морковкой, перед ним вешают морковку. И я так и шел за этой морковкой, думаю, когда же я начну делать эту медную посуду. В итоге, пока музей не сделал, до медной посуды не добрался.
Все, музей закончил. В тот момент, когда я в одном конце дома ударил гвоздь, хотел забить, старый такой гвоздь кованый, а в другом конце комнаты штукатурка отвалилась, я понял, все, здесь уже больше делать нельзя ничего, на этом остановился и начал заниматься уже конкретно медной посудой. У меня еще есть несколько лет, потом начнутся ножи, потом Нурик будет делать медную посуду. Алекс аға, buyurunuz. Надо у Алекса спросить возраст Чехарыха Алекса потом. Для эфира нужен микрофон. Еще до начала мероприятия мы с Рустем Ага имели научную дискуссию аж на целых 3 темы. А я так и не знал, что сегодня день рождения. Оказывается, это мероприятие посвящено дню рождения. С днем рождения. Спасибо, Алекс. С днем рождения. Вот. И второй момент, вот мой вопрос, он такой, ну как к концу, когда все устали и полагается, самый сложный вопрос. Но прежде чем его задать, я вот такую ремарку здесь уже говорили, что вот этот чудесный натюрморт из Джезве и из других вещей, в нем отсутствует диермен. Ну, я еще один хотел бы предмет напомнить, который очень бы в этот натюрморт с Джезве, с диерменом подошел бы. Трубка. Трубки крымско-татарские – это самые часто находимые при археологических раскопках артефакты. Чаще монет, чаще конской упряжи. То есть это очень распространенный был элемент материальной культуры. Все знают эту пословицу, причем знают ее в оригинале: «Кто не покурит после обеда, у того нет либо табака, либо ума». Но это я не для того говорю, чтобы молодежь там испортить, а потому что такая была традиция. Что по поводу там трубок и всего остального говорят законы и все остальное, это пусть юристы мы как деятели культуры обсуждаем это в теоретическом ключе, и я вам пожелаю, вот, кроме ножей, может быть, после ножей, подойти вот еще к такому важнейшему моменту, как традиционная крымская трубка. Мы вам для фильма, когда искали, чем вооружить, так сказать, наших посетителей КВХН Бахчисарая при съемках фильма Госпринского, мы не нашли ни одной адекватной настоящей крымской трубки, которые могли бы. И нам приходилось... и нам пришлось... Но вот они курили, мы нашли, но это было не оно. Нет, настоящую трубку я бы нашел. Трубку. К ней нужен еще чубук из жасмина и так далее. То есть вот это очень, я пожелаю вам в планы ваши будущее наряду с ножами вписать. А теперь вопрос. Очень трудный вопрос. Ну, он такой узкоспециальный, поскольку как старый музейщик я в свое время очень много посвятил внимания и времени, собственно, мы обязаны были посвящать такому вопросу, как сохранение, скажем, не буду официальные термины приводить, я просто скажу, очень много посвящали усилий изучению того, как в разных странах сохраняется народная, национальная культура вот в таких частных общественных музеях. То есть мастера с традиционными ремеслами, ткачи, гончары и многие-многие другие. Также владельцы, то, что здесь в Крыму называется этноцентров, не только по крымско-татарской тематике, по многим народам. То есть и украинские эти этнографические деревни, и шведские. И там, как нам объясняли, одна из наисерьезнейших проблем в таких вот общественных попытках сохранить свою исконную культуру у всех народов, я не говорю сейчас только про крымские татар. Так вот, очень серьезная проблема – это наступление буквально неаутентичности. Потому что аутентики на самом деле в людской, в живой памяти через 4 поколения ее уже не остается. Особенно если нету мастеров, особенно если прервалась технология. И поэтому, бизнес это прибыльный, как сегодня ваш, так сказать, короткий экономический отчет нам подтвердил. Поэтому, конечно, привлекаются к этой теме многие по всему миру.
И на Гавайях, как бы, и в Европе, и там в более развитых странах Африки, и в Турции, и ну, везде возникают, как грибы, вот эти этнодома, ну, это назовем их крымским термином, все эти центры искусств, в которых на самом деле не делается, ну, нам не говорили такими как бы жесткими терминами, что, мол, абсолютно не аутентично. А там изготавливается не вот эта исконная аутентичная культура, а там скорее идет речь о том, показывают не то, как эта культура существовала в народе, как она бытовала, как она развивалась, а то, как ее себе представляют в преломлении уже современные творцы. Да. Рустем Ага очень выгодным образом отличается от очень многих вот таких подобных учреждений, которые я видел, опять-таки, не только в Крыму, но и в Украине, и в Скандинавии. Отличается очень выгодно тем, что у него я почти не вижу фантастики в его произведениях, в его интерьере. То есть я не вижу там отсебятины. Все, что там как бы в Дервиш-Ивии мы видим, оно всегда, вы знаете, как хорошая научная статья. Она имеет ссылки, она имеет научный аппарат. Ссылки, откуда взята та или иная информация. Вот нечто подобное, как бы приятное впечатление, что все подкреплено какими-то реально существующими вещами. Вот продукция Дервиш-Иви. Ну и добавлю даже такой момент, что в Бахчисарае, по сути, это остался единственный уголок, где нам приходится снимать наши фильмы. Мы бы с удовольствием по всему бы городу снимали, но там изменения. И только Дервиш-Иви остается аутентичным. Так вот, это я все продолжаю. Я обещал, что вопрос будет сложнее. А теперь вопрос. Вот. То есть вот это аутентика. Рустем Ага говорит, что он собирает свою информацию в интернете. Потому что ну, этому научиться невозможно. Это даже если и захотеть научиться, этому не учат ни в одном университете. Интернет – место такое, как такая тропа через трясину. Ты идешь по твердому какому-то, а потом делаешь один шаг в сторону, и все. И начинаются уже враки, ерунда, выдумки, вот та самая отсебятина, фантазия как бы. Вот у меня такой вопрос. Как вам, Рустем Ага, удается отсеивать информацию? Это такой вопрос, как ученый ученому. Да, вот. мне... Отсеивать информацию и оставлять у себя в своем сите только золотые крупицы вот этой аутентики. И, к счастью, не, так сказать, не поринаючи в фантазии и в какие-то такие неаутентичные моменты. Вот такой сложнейший вопрос. Да, спасибо, Алекс. Спасибо, У вас, как всегда, очень приятно слушать Алексу. Мы с ним иногда имеем удовольствие с Эльзаром Рустемной путешествовать. И с ним путешествовать одно удовольствие. Ходишь, и просто тупо поток информации льется, и ничего не надо делать. Вот. И, естественно, очень ценно от вас такое замечание. Да, потому что я очень боюсь ошибиться, и мы же вот этот вот интерьер дома, я думал, что я все знаю. Мы его сначала сделали уже интерьер. Это было в каком году? В 2011 году мы интерьер, все, заполнили, занавесочки, там сеты, там ястохлар, все, коврики. Наивно полагаю, что если мы сет на место поставим, и все, будет все красиво. Да, но мы сделали примерно так, как было в Узбекистане, как мы выросли и видели. И я это сделал, и столько денег потратили. И все зря, короче говоря. Ну, потому что пошли в магазин, купили ткань и постелили, да? И я понял, что я много не знаю, оказывается. А я-то думал, что там его долго, что ли, там же все просто. Но нет, потом пришлось поехать. Вот мы 2 раза ездили в Турцию специально, чтобы поездить по этим городам, сохранившимся, по музеям. В Турцию, потому что это очень близко культура нам. Изучали все эти ткани. Если мы в музее что-то покупали из Турции, то мы покупали не просто занавески, потому что они нам понравились, а потому что формы этих занавесок я нашел у Нины Жаба в ее акварельных работах именно такие.
То есть 20-е годы, да, она работала в Бахчисарае. Вот. И потом, Нина Жаба очень много нам оставила. Там все, там в цветах, красках, там костюмы, там интерьеры, там для того, кто видит, что ему надо, там очень много информации. Потом есть еще фотографии, 20-е годы, как раз когда фотография уже получила распространение, фотоаппараты стали такими доступными. Значит, есть фотографии, которые как бы в интернете их очень много, по интерьерам как раз бахчисарайских домов. Вот. Но и то, у меня было это много информации, Низами мне помогал, как помогал, он не зная мне помогал, он в определенный момент много выложил просто так, в открытый доступ. У него очень много информации по Крыму. Но все встало на свои места только тогда, когда мы попали в Турцию, зашли, вот этнический у них комплекс есть, ну не комплекс, а город под открытым небом, музей, значит, Сафранболу. И там мы зашли в эти дома старые, там столетней давности дома, сохранили интерьеры, и я вдруг увидел, как должно быть. Вот у меня все это было, только я не знал, как поставить. И один к одному рассказы там бабушки, вся информация, которую я набрал. И вдруг стало все ясно. Мы все это, там, фотоаппарат в руках, все это заснимали, пофотографировали, купили, что надо, приехали. И второй раз взялись и сделали. И вот второй раз уже я был доволен, получилось так, как надо, потому что пока не внесли килимы из шерсти, пока не побелили звездкой, пока не сделал я долабы эти шкафы стены из доски сам, не получилось ничего. Тут появляется вот этот запах, который нужный и правильный даже запах. И многие люди заходили и говорили, как у Биташки, как у Хартанашки дома пахнет. То есть вплоть до запаха. Мы яблоки на верх долаба, мусандра называется этот, или сегодня как, антресоли говорят. Вот у нас мусандра. И туда Хартанашка рассказала, что туда яблоки сыпали, там хранили, там яблок какое-то время. И люди заходили, пахнет яблоками, вот этим шерстью, доской. То есть вот так мы к этому шли, не сразу. Это прошло лет 5, наверное, пока мы все это собрали в кучу. Çok sağ olun. Спасибо всем за вопросы. Кстати, по трубкам это к Эльдару Гусенову, потому что они же из глины. Из фруктовых деревьев тоже. Есть, да? Я пара без земли. Когда уехал Рустем Скибин, это был очень дорогой для меня человек, но я надеюсь, в скором времени мы увидимся с ним вновь в Крыму. У меня не было тогда своей машины, я всегда уезжая в город, не знал в этот день вернусь, не вернусь, я точно знал, что Рустем всегда примет, переживаю капец, всегда был готов принять меня у себя дома с ночевкой в любое время дня и ночи. И сейчас так. Даже машина есть у тебя все равно, сейчас так. Подождите, я не закончил. Но Бог подарил мне еще одного друга, вот Рустем Ага Дервиша. Он всегда говорит, не надо склонять мою фамилию. Дервиш Рустем Ага. Вот, и он в любое время дня и ночи всегда приглашает меня к себе с ночевкой. Даже если у меня уже есть машина, я все равно к нему, может, поеду. Аллах сметите. Так, записали. Да, всегда возил меня, никогда не говорил, нет, заезжал куда надо за мной. Çok sağ olun за это, я это буду помнить всю жизнь. И буквально вчера я узнал о том, что у вас сегодня день рождения. И взял единственный чайник, который у меня был дома. У меня не бывает наличия изделий. Рабочий чайник? Рабочий, Рустам Ага. Лучший кофе только бывает в турках из Джезве, особенно если это производство Рустем Ага, но лучше чай. Мы сегодня тоже пьем чай. Мы пользуемся твоей посудой дома кругом, а Альме говорит, аккуратно это Эльдара. Это. Вон. Çok sağ olun Рустем Ага, Аллах. Аллах. Çok sağ olun за все, что вы делаете.
И если можно, пару слов, я считаю, это очень важный момент, чтобы вы отметили про мечеть хана Узбека, в которой вы сделали да, немаловажный вклад. Ответ молодежи, еще дополнение. Кому дать микрофон? Значит, мне все интересно, хотел сказать, вдруг мне стало интересно. Фонари. У нас же, вот по поводу освещения, да, это сейчас, вон, лампочку пошел в магазине, купил, закрутил, светло. А фонари это тоже отдельный, огромный пласт в нашей культуре. На фонарях мастера там, ну, как бы показывали свое умение. И я не знаю, почему они не сохранили. Еще этот был период с керосином, когда все фонари, короче, исчезли, и ничего не осталось. Вот. И я все ходил, ну, как бы даже не мечтал, но мне хотелось, вот в Джами хана Узбека есть Харамда, и там вроде как его реставрировали, но освещение было такое, ну, провода, лампочки кое-где висели. И я себе представлял, как бы здесь красиво висели вот медные фонари. И я себе так думал, я никому не говорил. И вдруг звонит мне наш художник Нури Якубов, ну, все его знают, звонит и говорит: так, Рустамбей, вот мы к вам обращаемся, мы хотим делать освещение в джами, было бы вам интересно. Я как будто для меня подготовили, я сразу туда поехал с Довером, вот с нашим, который сейчас, ну, компания Pride, он, что-то я его все время рекламирую, передадите ему потом, кто знает. Короче, мой молодой друг, мы с ним поехали, он, кстати, снял ролик об этом, сам захотел, бесплатно, я пытался ему заплатить, нет, он сам со мной ездил, мы несколько лет работали. Вот, люди собрали деньги, купили материалы, и вот мы дома, это вот Нурик мне помогал. Короче, я с таким удовольствием, мы эти фонари туда повесили, люди радовали, я как радовался. И там, ну, может быть, это не 100%, как я хотел, но близко к этому. То есть фонари, вот в Джами хана Узбека, вот наша мастерская сделала, мы повесили. Это про фонари, девчонки спрашивали, что у вас есть еще фонари есть. Это тоже интересная тема. Задача была повесить там фонари, ну, близкие к нашим, ну, как было. И последний, заключительный, завершающий. Салям алейкум. Вопрос. Тогда короткий один Алейкум вопрос. салям. Ваше увлечение. Не поверишь, джезбе делаю. У меня отец Кроме. каждый день спрашивает, не опасен ли андал, ну, этот, АОФД, он все называет его. Устаханедеми, он, ну, уже как бы все для него, это здание какое-то, он вообще, Безиндер, в нашем дворе кто-то построил, говорит. Я говорю: баба, джезбе делаю. Че, говорит, покупают у тебя? Я говорю: да. Он говорит: сколько стоит? Ну, я же немножко похвалиться. Я говорю: 15 тысяч, баба. Че за 15 тысяч джезбе покупают? Ну, мои увлечения, их много. Вот у меня еще есть мечта на параплане полетать, Альме не разрешает. А что, там безопасно? Нормально, безопасно. Кто сказал? Я летала. О, пожалуйста. Живая. Ну, повезло. Да. Нам тоже сегодня повезло. Всем çok sağ olun Rüstem Ağam. Алла сіздің қызметлеріңіздің дайыма ашық етсін, бүтін ниеттеріңізге етіңіз ве шынды сөhbetimizдің соңында yanımızға davet etmek istedik bu merasimin esas teşkilatçılarını Karadeniz Production studiyasının Production her şeydir. Müdirleri Leyla Hanım Bucurova ve Elzara Hanım İslamova. Mikrofon.
Я же наверх не лезу, чтобы рядом с вами быть. Рустем Бey, çok sağ olunuz. Я слушала вас и думала, знаете, у меня пришла на ум такая мысль об искателе сокровищ. Каждый из нас ищет какое-то сокровище в своей жизни. В любви, в детях, в семье, в любимом деле. Не всегда получается это сокровище найти. Вам удалось найти сокровище. При этом не для себя лично. Вы это нашли сокровище, которое принадлежало нашему прекрасному народу. И вы не просто его нашли, вы теперь делитесь этим сокровищем со всем миром. Это самая главная задача, мне кажется, которую человек может перед собой поставить. Самая красивая, самая прекрасная, самая добрая. Ножи, трубки, я не знаю, ткани, аутентичные занавески. Это не просто какие-то вещи, да, которые там по отдельности кто-то ими пользуется. Все это вместе с запахом яблок, дерева и овечьей шерсти, все это вместе – это наш крымско-татарский мир. Да, согласен. Спасибо вам за его возвращение нам. Рустем Ага, с первой встречи вы всегда, конечно, производите неизгладимое впечатление. И сегодняшняя встреча, как всегда, не стала исключением. Харизма. Скромность и великолепие. Это Рустем Ага. Конечно, ваш вклад, Рустем Ага, в развитие нашей культуры, в воссоздание нашей истории, да, ну, он просто бесценен. И самое главное, что вот создание вашего великолепного музея, эти необыкновенные просто медные изделия, самое главное, что они пропитаны любовью к своему народу, к своей родине. И наша команда Караденис Продакшн, мы очень-очень благодарны вам за то, что вы есть, и за то, как вы нас поддерживаете уже на протяжении многих лет. Я хочу сказать, что Рустем Ага уже вообще семья Дервишевы, наш спонсор. Часть уже нескольких команды. лет. Никак не хочет меня Джан признавать. Лысец. Это и крымско-татарская книжная ярмарка. Мы очень часто, когда как бы планируем такие масштабные проекты, где необходимо воссоздать историческую эпоху, как бы окунуть людей в крымско-татарский Крым, мы с ужасом думаем, что бы мы делали, если не было бы вас. И вот пан Алекса сегодня сказал о наших фильмах. Это первый фильм-сказка, художественный фильм «Хадырдыде» мы снимали у вас. Это документальные фильмы, где тоже применена реконструкция, «Терджиман», об Исмаиле Гаспринском. Вот недавно мы сняли «Свадебные обряды крымских татар», и уже то количество сюжетов просто не счесть. Клипов, роликов, где мы просто автоматически бежим к вам. Нам уже очень неудобно, но такова наша жизнь, что мы уже даже личный дом Рустем Ага тоже используем как свою съемочную площадку. Рустем Ага, вы действительно наш друг с большой буквы, вы наш единомышленник. Нам очень нравится каждому члену нашей команды. Это абсолютно без ложной скромности, что нам приятно с вами работать и творить. Мы говорим иногда: Рустем Ага, вы наш внештатный сотрудник. Но Рустем Ага говорит: нет, я ваш штатный как раз-таки сотрудник. Для нас это честь огромная. Мы вас очень любим. Хайрла Яшла Ролсон. Так совпало сегодня случайно. Рустем Ага, как всегда, очень-очень скромный человек. Вот прям скрывал свою дату. Нам повезло. Нет, я не скромный, просто я считаю, что день рождения – детский праздник. И как бы, 60 лет день рождения. Рустем Ага, вам надо уже привыкнуть, что это большой праздник, потому что у нашего народа родился такой прекрасный человек, который вносит огромный вклад, который очень полезен нашему народу. Нет, без проблем, но я каждый день считаю, что хороший, не только 28 мая. 28 мая тоже хороший. Будем поздравлять каждый день. Пусть у вас всегда будет крепкое здоровье, чтобы реализовались все ваши планы, творческих вам успехов, и чтобы ваша жизнь всегда была такой же насыщенной, интересной и счастливой. Кто говорил о мечте, я всегда мечтал. Вот мы сейчас дома, меня окружают мои друзья. То есть о чем еще можно мечтать? Люди мечтают об этом, но не имеют. А у нас все есть. Остается только наслаждаться жизнью. Саунас, мы вас любим прежде всего как прекрасного человека, за ваше
за вашу обаятельность и привлекательность, Да, за вашу теплоту, сау. Рустем ага, и мы вам дарим, ну, понятное дело, цветы, и, я думаю, инструмент, который вам будет очень полезен. Ничего себе, Савова. Русен, это инструмент специальный. Наконец-то. Савова. Ничего себе, это же специально. Hayırlı yaşlar olsun deymiz. Hepimiz koşulup Rüstem Bey Derviş'ke ve bizim merasimimizde bitmey, devam ederek. Теперь, говорит, я в 2 раза больше, говорит, молока буду, что-то там. Теперь джазбе в 2 раза больше буду делать, Айдарга. Это специальный инструмент, смотрите. С наковальнями и с молотками. Я даже не знал, что такое продается. Nичего себе. Французский. Французский? Ну, Китайдан değil yani, это даже европейский. Вот. Ve saygılı dostlar, şimdi daha bir bakışış sizge Rüstem Bey. Yıldızlar ansamblinin reberi Maya Nafiyeva sizge bir selam yolladı. Daha doğrusu o selamlı kızları getirdiler. Oğlanları. За Рустем, мне начинает нравиться. Oturunuz ve seyrediniz Rüstem Bey. Geliniz. Yıldızlardan bahşiş
Да, ваши sağ olun ballar. Maşallah. Vatan. Sağ ol batın. Майя ханымға selam айтыңыз. Майя ханым. Ve bu Gülber yaşlarının hocasının hocası sözge buyura endi. Mümkün olsa Server Bey Kakura. Aytты ki Rüstem Bey. Tepegözde olmasın. Güzel bir gün, güzel bir bayram. Hepimiz bir hoş aldık ve elbette Rüstem can yürekten katıldık bunda. Seni pek sevemiz. Ve 3 tane söz bile var. Başka bir şey etmeye gerekme. İyi ki sen varsın. Yani yaxşı da sen varsın. Ailen için, halk için, bizim için, bana herkes için ve biraz anlatacağım bahşişleriyle. Bugün unikal bir gün, unikal bir insan. Biz de Nazife Hanım'a bir fikir geldi. Bana böyle bir davetname yapmak. Her bir Kırım ansamblının konsertine davetlisiz. Elbette. Tek siz dedi, Nazife Hanım'ın geldi. Bana böyle bir davetname sizge. Tararada. Pasport. Şimdi pasport taşıma bunu al da. Bana böyle bu benim icadi yapan işlerim. Bu da sana Bekim torunlarına fayda getirecek. Çünkü ballar için çok yıllarında yazılgan. Ve böyle просто так дарим не говорю, чтобы от всего сердца. Yıllar geçsin, yüzün daima gülsün. Kendiniz bana Rüstem ayıptır bu zaman masterclass yaptanıdır. Herkes bile bu yerine hep beraber söyleyin ayrı. Ben oynamayın ama seninle oynayacağım. Halime Hanım, buyurunuz aile. Seni sever, uçaklayım, sana bakar bu gözler. Bu desteler bağışlayım, yürekten çıkar sözler. Senin bana bir bakışın aklımı alıp gitti. Bana kısmet oldu aşkım, koklerge başıma gitti. Rüstem Bey'in doğan günü hayırlı yaşlar olsun. Yıllar gelsin, yıllar geçsin, yüzün her daim gülsün. Doğan günün hayırlı yaşlar olsun. Yıllar gelsin, yıllar geçsin, yüzün her daim gülsün. Hepimiz geliniz. Seni candan alkışlayayım, aylanayım canımdan. Her sözünde bal şeker, ketamayım yalanından. Civanımsın, pek güzelsin, yay gibi iki kaşın. Tabiatının bahşişisin, yüzlerge geçsin yaşın. Bugün senin doğan günün, hayırlı yaşlar olsun. Yıllar gelsin, yıllar geçsin, yüzün her daim gülsün. Doğan günün, hayırlı yaşlar olsun. Yıllar gelsin, yıllar geçsin, yüzün her daim gülsün.
yüzün her daim gülsün. Doğan kının hayırlı yaşlar olsun. Yıllar geçsin, yıllar geçsin, yüzün her daim gülsün. Yıllar geçsin, yıllar geçsin, yüzün her daim gülsün. Sevgili Beyler, burada şahsım Rüstem Derviş için en değerli türkülerinden birisini yılladım. Hayırlı yaşlar olsun Rüstem Bey. Bir yıldan kavuşarak deyince hayırlı yaşlar olsun, afiyetler olsun, güzel akşamlar olsun. Ve Şahin Atar ile sağolunuz, Rayman Atar olup kalırız. Nefetteki yayınlarda görüşmek üzere. Хочу сказать, что вообще все это хотелось за Рустемна. Я так подозреваю специально. Вообще у нас должно было быть на неделю раньше. Она потом придумала какую-то причину, перенесла на неделю позже. Я ничего не подозревал. Ну, наивный. Ну, мне понравилось. Все вместе, моих друзей, видите, даже у меня одна единственная родная сестра, всегда приехала, обманув меня, сказала, не могу приехать. Когда так далеко, здоровья нету, раз приехал, обманула. Поэтому мы работаем, не останавливаемся, живем. Девочки работают каждый день, кроме понедельника. Ильдар сел об этом знает.